Сегодня, 3 ноября 2022 года, мы получили радостную новость. Ту новость, которую ждал чеченский народ. Сегодня президент Украины Владимир Зеленский предложил Министерству иностранных дел рассмотреть вопрос о признании государственного суверенитета Чеченской Республики Ичкерия, то есть независимости, и внести соответствующие предложения. Ранее сообщалось, что 18 октября Верховная Рада поддержала признание Чеченской Республики Ичкерия временно оккупированной Российской Федерацией и признала геноцид чеченского народа. Это две войны. Война Ельцина и война Путина, в ходе которой было убито более 300 тысяч мирных жителей. Эта война длилась около 30 лет, и война была самой жесточайшей формы. И сегодня, как мы знаем, наша земля оккупирована, и мы знаем, что нам придется ее деоккупировать. И мы это сделаем. Наш народ ждал тех людей, стран или политиков, которые поднимут наш вопрос. Все эти 20 лет. И, наконец, мы дождались этого дня, и Украина стала первой страной, которая признает справедливость, которая называет вещи своими именами. То есть все те действия, которые совершала Российская Федерация на территории Чеченской Республики Ичкерия, Украина назвала своим именем, то есть геноцидом чеченского народа. Мы, чеченцы, благодарим всех украинцев, которые поддерживали нас, которые поддерживают нас, которые подписывали петицию, которые продвигали эту петицию, а также инициаторов этого проекта. Благодарим Верховную Раду, благодарим президента Украины Владимира Зеленского за такой исторический шаг, который дает нам надежду и силу продолжать нашу борьбу против нашего общего врага. Мы, чеченцы, ваши братья по оружию, мы рядом с вами, и мы будем всегда с вами до победного конца. Чеченский народ понимает, как никто, вашу боль, и все поддерживают вас, украинцев, в этой справедливой борьбе, то есть в священной войне, когда гражданам Украины приходится защищать свои дома. Такая же война шла и у нас, и, к сожалению, нам сегодня приходится думать о деоккупации своей родины. Мы к этому придем обязательно. И я надеюсь, что Украина станет первой страной, которая признает полную независимость нашего государства. И я надеюсь, что за этим шагом и за этими действиями, о которых я говорю, последуют и другие страны. Страны Балтии, Польша, европейские страны и все остальные страны, которые заявят вот так, как сделали украинцы сегодня, заявят о том, что Россия вторгалась на территорию Чеченской Республики, то есть совершила оккупацию, а также все их действия этих российских оккупационных войск, все эти преступления на самом деле являются геноцидом чеченского народа. Народ чеченский ждет этого шага. Мы благодарим вас, и мы будем стоять рядом с вами до победного конца. Дякую вам.